Добро пожаловать в новый день. Поздравляю вас с новой неделей, 29 июля на календаре. И давайте по традиции заглянем в календарь дат и знаменательных событий этого дня. Международный день тигра отмечается сегодня во всем мире. Это не просто дата в календаре, а лишний раз проинформировать общественность о проблемах исчезновения данного вида. К сожалению, к 2010 году резко сократилась численность тигровой популяции. В дикой природе осталось всего 3200 особей. Также в этот день 38 лет назад состоялась свадьба наследника британского престола Чарльза, принца Уэльского, и леди Дианы Спенсер. А в народном календаре наступил Финагеев день, в который обращали внимание на приметы. Если ботва у моркови поникала, это предвещало дождь, а когда начинались частые туманы, можно было готовиться к сбору грибов. С этого дня на столе регулярно появлялись различные грибные блюда. Любимая многими гречневая каша с грибами и луком, котлеты из белых грибов, грибная икра и, конечно же, всеми нами любимая жареная с грибами картошка. Приятного аппетита, если вы в данный момент за трапезой. Что готовит нам сегодня погода, узнаем прямо сейчас. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 8, плюс 15 градусов. Днем ожидается до плюс 29, плюс 31 градуса. В Заречье утром плюс 9, местами плюс 23 градуса, днем плюс 29, плюс 31. В южных Улусах утром плюс 14, днем 21-25 градусов. В Вилюйских Улусах утром плюс 11, плюс 15, днем плюс 25, плюс 29 градусов. В Нижнеленских Улусах утром плюс 7, плюс 14, днем плюс 16, плюс 30 градусов. В Западных Улусах утром плюс 12, плюс 17, днем плюс 20, плюс 31 градус. В Колымайдигирских Улусах утром плюс 4, плюс 13, днем плюс 5, плюс 17 градусов. В Янских Улусах утром плюс 2, плюс 5, днем плюс 8, плюс 11. В северо-западных Улусах плюс 6 утром, днем до плюс 13 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 12 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается плюс 29, плюс 31 градус. Ну а далее передаю слово своим коллегам из информационной службы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. В эфире новости, в студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. Субсидии на авиаперевозки в труднодоступные регионы выросли в стране. Кабмин увеличил финансовую поддержку регионального авиасообщения. Теперь договоры о компенсации части затрат на перевозки из федеральной казны могут заключаться авиакомпании как на текущий финансовый год, так и на следующие 3 года. Уточнили и списки населенных пунктов в удаленных и труднодоступных районах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов авиасообщения, с которыми государство намерено софинансировать. На 0,55–0,85% выросли коэффициенты, увеличивающие госассигнования на воздушные перевозки, в том числе и в Якутию. С открытием железной дороги в Нижнем Бестяхе в среднем на 25% снизится тариф на перевозку грузов. По словам главы республики Айсена Николаева, например, тариф на перевозку 20-тонного контейнера с грузом из Москвы снизится на 30% с 76 тысяч рублей до 53 тысяч. Глава республики также отметил, что пусковой комплекс Томот-Якутск находится на стыке железнодорожного, водного сообщения и 3 автодорог, что позволит ему изменить схему грузов для жизнеобеспечения республики. Кроме этого, открытие регулярного пассажирского сообщения из Москвы, Хабаровска, Нерюнгри и других городов России до Якутска крайне важно с точки зрения развития туризма.
Совет Федерации одобрил принятый накануне Госдумой закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2021 года. Теперь владельцы домов, построенных на садовых участках, вновь получат право регистрировать свое строение при наличии права на земельный участок и на основании технического плана. Кроме того, вводится неограниченная сроком действия закона норма о возможности установления субъектами России предельных максимальных цен для кадастровых работ. Напомню, дачная амнистия действовала с 1 сентября 2006 года. За это время в упрощенном порядке граждане оформили права на более чем 13 миллионов жилых и нежилых объектов недвижимости. До конца этого года Министерством строительства Якутии в рамках общереспубликанского движения добрых дел планируется ввод 31 объекта капитального строительства в 16 районах республики. По категориям это 4 детских сада, 6 объектов культуры, 2 спортивных зала, 3 многофункциональных объекта, а также 16 жилых домов для молодых специалистов. В октябре намечается 20-летие движения добрых дел, благодаря которому за все годы построено свыше 1000 объектов. На сегодня один объект, спортзал в селе Чапчелган Амгинского улуса, уже введен в эксплуатацию к прошедшим в этом месяце 7-м играм народов Якутии. 200 тонн урожая планирует собрать хангаласский фермер. Петр Жуков начал свое дело 5 лет назад. Составил бизнес-план, выиграл грант Минсельхоза на 1,5 миллиона рублей. Выкупил технику и восстановил пашню. Сейчас фермер выращивает картошку на участке площадью 20 гектаров и уже договаривается о поставке урожая в северные районы. Теперь в планах у фермера расширить свое овощехранилище, которое он построил своими силами прошлой осенью. Прошлый год был очень хороший, получается, в плане осадков. Осадков было очень много. А нынче у нас осадков чуть меньше. Но все же свыше 10 тонн с гектара планирую. Думаю, что так и получится. Надеюсь. В дальнейшем думаю расширить свою базу, получается. Потом хочу построить хранилище побольше. Чтобы у меня картошка вся поместилась. Вот, например, в прошлом году не получилось все поместить, и получается, пришлось за бесценок. Таковы были новости к этому часу. Мы продолжаем следить за развитием событий в республике и за ее пределами. До встречи в эфире. Добро пожаловать в новый день, 29 июля на календаре. Ростелеком установил видеокамеры на паромных переправах Якутска и Нижнего Бестях. А теперь жители и гости Якутии могут следить за ситуацией на причалах республики в режиме реального времени. Подробности в следующем сюжете. Ком организовал видеонаблюдение на паромных переправах линии Якутск-Нижний Бестях. Теперь жители и гости Якутии могут следить за ситуацией на причалах республики в режиме реального времени с любого устройства, подключенному к интернету. Для подключения стабильной работы видеокамер специалисты Ростелекома провели волоконно-оптическую линию связи на переправах микрорайона Дыргалах города Якутска и Нижнем Бестяхе в Мегино-Кангаласском районе. Всего компания установила 12 камер, 10 из них расположены на пирсе столицы Якутии, 2 на речной пристани противоположного берега реки Лена. Онлайн-трансляция ведется круглые сутки. Камеры предоставляют видео в максимальном разрешении частотой 20 кадров в секунду. Специальный корпус позволяет видеокамерам работать в условиях низкой температуры вплоть до минус 40 градусов. Камеры, установленные на переправах Даркалах и Нижнем Бестяхе, позволяют смотреть онлайн-трансляцию в режиме Full HD в любое время суток, и в темное, и светлое. Онлайн-трансляцию на данный момент можно увидеть на сайте Ростелекома и также в материалах пресс-релиза. В будущем мы можем предоставить ссылки на показ онлайн-трансляции на любые ресурсы. В ближайшее время планируется расширить функционал камер за счет сервиса видеоаналитики. Наталья Колесова, Дмитрий Сергучев. Новый день. Услугами ГИБДД можно воспользоваться через сайт госуслуг без очередей и со скидкой на госпошлину до 50%. Далее подробности в нашей рубрике «Электронные документы».
В настоящее время граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества, зарегистрировавшись один раз на сайте госуслуги.ру. Граждане подают заявление, они выбирают определенную дату свою свободную, выбирают определенное время сами уже. И в это выбранное время, дату они сами сюда приходят, получают талончик и сразу их вызывают на прием. Как отметили в ведомстве, ежедневно на прием записываются более 100 человек. Нужно отметить, что если подавать заявление на портале госуслуг, можно сэкономить на госпошлине. Скидка составит 30%. По прекращению регистрации люди могут в госуслугах подать заявку электронную, сфотографировать свой документ, по которому продали, это договор купли-продажи. И можно даже сюда не приходить, оно сразу автоматически мы за сутки решаем. Мы прекращаем регистрацию автомашин. И в этом тоже есть приоритет. Можно сюда даже не приходить. Еще на портале можно оплачивать автоштрафы со скидкой 50%. Эту скидку дают не только тем, кто платит на госуслугах, а всем, кто погашает штрафы за нарушение ПДД в течение 20 дней. Экономьте с госуслугами. Наталья Колесова, Евгений Рязанский. Новый день. Только вчера в селе Чапаево завершила свою работу первая якутская международная исследовательская школа, куда кроме якутских ребят приняла участие делегация с Гонконга. Их впечатления о нашей Северной Республике смотрите в сюжете Марии Павловой. Уникальный образовательный проект для школьников, которые на 10 дней собрались вместе для участия в исследовательских экспресс-проектах в области естественных, технических и гуманитарных наук под руководством российских и зарубежных ученых. Гонконгская группа, в составе которой 29 учеников и 5 руководителей, специально приехали в Якутию. В рамках школы были сформированы интернациональные тематические проектные группы, которые реализовали исследовательские и инженерные проекты. Моя группа находится в проекте «Биохимия», и нас очень удивило то, что в первый день мы поехали в лес, где собрали образцы, после чего мы принесли их в лабораторию, сделали анализы. В Гонконге такой возможности нет, к сожалению, но здесь это очень круто. Мы приехали в Якутию и очень рады находиться здесь. Здесь очень хорошая погода, природа, вид, очень много разных программ по проектам. Мы очень рады находиться здесь и видеть, как наши дети здесь развиваются и учатся. Мы посетили старый город, в котором узнали очень много о вашей культуре. Нам очень там понравилось. Нынешний сезон Якутской международной исследовательской школы закрыт, но гонконгская группа планирует обязательно вернуться в наш северный край еще не раз. Мария Павлова, Дмитрий Сергучев. Новый день. Хангаласский улус. Чапаева. До выхода. Алмаз-Аргенбанк доводит до сведения клиентов держателей социальных карт Visa с транспортным приложением, срок которых заканчивается в октябре, в ноябре и в декабре 2019 года. С 1 июня 2019 года можно получить новые социальные карты МИР в офисах нашего банка. Обратиться за выдачей новой социальной карты МИР в офисы банка следует в соответствии с первой буквой вашей фамилии. Информацию вы сейчас видите на экране. Держателям действующих социальных карт МИР перевыпускать карту нет необходимости. Всю подробную информацию вы можете получить, позвонив в колл-центр Алмаз-Аргенбанк по телефону 8 800 100 34 22. Ждем вас в наших офисах. На горе стоял казак, он Богу молился, за свободу, за народ низко поклонился. А еще просил казак
правды для народа. Будет правда на земле, будет и свобода. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, да ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, да ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, а я тебя не трону, да ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, а я тебя не трону, да ты не беспокойся. Ойся. Ансамбль казачьей песни «Вольница» сегодня подарила нам песню этим прекрасным утром на площади Ленина. Я рада представить данный ансамбль и пообщаться с руководителем Юрием Васильевичем Павловым. Юрий Васильевич, доброе утро. Доброе утро, уважаемые гости. Расскажите, пожалуйста, как давно был создан ваш коллектив, кто в него входит и сколько человек, да? Наш коллектив был создан в 2014 году, 2016 году. Пришли желающие, которые любят казачьи песни. Вот. Ну и все, естественно, по роду казаки, казачки. Вот. И начали работать. У нас нормально большой репертуар казачьих песен. Поем мы только казачьи песни. Девушки, мальчики, женщины и мальчики очень хорошо относятся к этому, с энтузиазмом. У нас всего где-то 9 человек. Вот, ну, будет и больше. Так, ага. А вы как представитель сильного пола и, не считая вот юношу, единственный, да, мужчины в коллективе? Или еще есть кто-то? Нет, я единственный пока. Пока единственный. Так, а что касается песен, да, откуда берется репертуар? Ага, может быть, вы лично сами пишете, или это уже сложившиеся народные, да? И народные, и я сам пишу песни, пишу музыку для казачьих песен, ну и иногда слова. Вот. А так в основном народные, которые пели казаки издавна. Так, какая работа ведется, да, в рамках вот года консолидации, да, года добрососедства? Какая ведется работа вашим коллективом, да, по сохранению традиций? Ну, во-первых, мы встречаемся с другими общинами, общаемся с ними, узнаем их обычаи. Оказывается, во многих общинах все равно присутствовали когда-то казаки и сейчас присутствуют. Поэтому у нас очень тесная связь с таджиками, с киргизами, со всеми, с армянами. Ну, вот так вот. А как часто вы выступаете и на каких больше мероприятиях? Мы выступаем в основном на концертных площадках, на всех празднествах города, участвуем в конкурсах, фестивалях. Вот недавно был фестиваль тоже. Нет, он «Казачий круг». Был недавно фестиваль «Казачий круг». Вот. Ну и мы там тоже принимали участие. Ну я вот не могу не спросить молодого человека, что тебя привело в коллектив. Меня привело то, что я очень люблю петь, и я всегда думал, как бы попасть в какой-нибудь ансамбль. И решил заниматься казачьими песнями. Казачий коллектив мне очень нравится. Сколько тебе лет? Мне 12 лет. Зовут меня Алексей, и я люблю ансамбль.
Молодец. Что ж, уважаемые гости, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Желаем вам творческого процветания. Спасибо вам, что подарили красоту этим утром. Удачного дня. Спасибо. Ну а далее мы прерываемся на небольшой сюжет. Что такое танцтерапия? Узнаем прямо сейчас. Танец не зря с самых давних времен называют языком тела. Он способен выражать те чувства, которые сложно выразить словами. Он помогает эмоционально раскрепоститься и освободиться от накопившегося напряжения, помогает достичь гармонии со своим телом. Танец – это маленькая жизнь, где человек посредством движения меняет ее. Он меняет отношение к себе, он меняет отношение к окружающим, то есть к социуму. Отношение к своим близким, родным, например, да? Повышается самооценка, он, скажем, определяет границы свои внутренние и внешние. Танцетерапия начала существовать благодаря практике американки Мэрион Чейз, которая жила в 30-х годах 19 столетия. Поначалу она работала с постановкой классических видов танца, которые базировались на позах, правилах, изнурительных тренировках. Затем начала замечать положительное влияние танцевальных движений на самочувствие и настроение людей. Она начала добавлять свободные, нетрадиционные движения, чтобы человек мог раскрепоститься. Таким образом было изобретено целое направление в психологии. В танцевальной терапии нет конкретного танца, под который что-то можно делать. Есть определенные техники, где человек именно с помощью движений, вот это спонтанные движения, это индивидуальный танец, например, спонтанные движения, которые человек сам придумывает. Нет конкретного танца, например. И в танцевальной терапии человеку не обязательно уметь танцевать. Это не обязательно нужно иметь, допустим, какое-то хореографическое образование, супер быть танцором. Главное – это умение чувствовать себя. Человек познает себя с помощью движений. Когда он танцует, когда он двигается, у него формируется положительный образ себя. В большинстве случаев освободиться от накопившегося негатива и напряжения можно только выплеснув его. Так давайте делать это красиво, в танце. Мария Павлова, Дмитрий Сергучев. Новый день. Доброе утро, 29 июля на календаре. Я поздравляю вас с новой неделей. Пусть она обязательно начнется у вас удачно, успешно, оптимистично и пройдет так все 7 дней. Напомню, что в 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске сегодня составила плюс 12 градусов. Днем ожидается до плюс 29, плюс 31 градуса тепла. Еще раз, меня зовут Катерина Винокурова. Увидимся с вами завтра здесь же, на площади Ленина. Удачного дня! Dayan bılıkları kabılahan Yürek öte doğuya
Аламай күні оройдық, куғағаны онан тұрамын. Бүгінге бары бірге, айқалы саман сайыны. Күні көрсер үтчат әттім сүрәғер, алып тап-тап-тал қила, умнулы бачык түйген, сиркәндәйән көтін бары үнкілен, мүлчі тұтуман бұл, сайын сәргәқ тәттімін, бітіме бұл сайын, ойдар дұлсаңа долуңа, ұламыр әттілінан, ұғытта сүрәқ бейінден. Күні көрсер үтчат